Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот тема этого выпуска. 10-й по счету. Что строит Зеленодольский завод имени Горького для военно-морского флота России? Адель Каламиц. Дома сгорели на глазах. Почему лесники и пожарные ждут новые постройки, узнавал Рамиль Шайдуллин. Подвела спортивка. В спортивном трико с 3 адидасовыми полосками. Как мэр Казани раскритиковал имидж кондукторов троллейбуса. Униформу оценила Альбина Небаева. 15 тысяч георгиевских ленточек на груди. Понимание того, что да, мы когда-то победили, значит мы сильные, мы сможем. О том, как Татарстан готовится к Великому Дню Победы, в сюжете Сергея Хайдарова. Принудительное лечение для поликлиник Татарстана. Сегодня Рустам Минниханов одобрил программу модернизации первичного медицинского звена. Значит, дал старт ее началу. Капитально отремонтируют почти 100 больниц республики буквально за 2 года. Что изменится после ремонта, узнала Александра Севастьянова. Обшарпанные стены, разбитые полы. В таком состоянии сейчас в Татарстане почти 400 объектов первичного медицинского звена. В большинстве из них капитальный ремонт. Отлагательств не терпят. 11-я поликлиника Казани. Здание 56-го года постройки. Ремонт не делали ни разу. Смотрите, в каком состоянии у нас полы. Естественно, там подложка вся уже пришла в негодность. Мы уже несколько раз делали заплатки. В частности, здесь поменяют все коммуникации. Двери, окна, сделают перепланировку помещения. В планах начать работу в мае, а завершить к сентябрю. Нужен, наверное, ремонт, конечно, здесь. Ну, чтобы красиво было приходить, приятно было. Уже пора какой-то реформации делать. Насколько я знаю, но сначала в 50-х годах начал существовать эта больница. По новой программе поликлиники ждет капремонт и обновление оборудования. Проект разработали по поручению Владимира Путина. Эти задачи он озвучил в ежегодном послании. Выделят на программу 7,5 миллиардов рублей из республиканского бюджета. За 2 года отремонтируют порядка 200 объектов здравоохранения, а это сотни медучреждений по всей республике. Сегодня мы предполагали на 2017 год 48 объектов, по которым завершается разработка необходимой проектной документации. Сейчас поставлена задача уже на этот год 75 объектов. Учреждения ждут типовые решения по дизайну. Пилотный проект уже запустили, так называемая дружелюбная поликлиника. Наши поликлиники, они будут узнаваемы и все будут одинаково комфортным. Отремонтируют не только стены, намерены поменять и отношение медперсонала к работе. Повсеместно внедрят принцип клиентоориентированности. Александр Севастьянов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 10-й по счету, который тоже поплывет на защиту страны. Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького торжественно заложили малый ракетный корабль «Град». В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Когда корабль спустят на воду и почему военно-морской флот России так ценит татарстанские суда, теперь знает Адель Каламиц. На Зеленодольском заводе Горького сегодня, как на набережной Севастополя, только праздник не под открытым небом, а прямо в рабочем цехе. Здесь закладывают малый ракетный корабль «Град», 10-й, специально для ВМФ России. Но начали торжество не с закладки. 3 года тому назад, когда Крым вернулся в Россию, в российскую гавань, как говорил российский президент, тогда стала задача подъема промышленности Крымского полуострова, которая была вполне разрушена. Возродить судостроительное производство в Крыму помогли рабочие из Зеленодольска. Вице-премьер поблагодарил всех. Успевали и там, и тут. Еще в 2010-м завод Горького получил заказ от военно-морского флота России на первый малый ракетный корабль. За 7 лет на воду спустили 5 таких судов. Вот они, Угличи, Град-Свияжск в деле на учениях в Каспийском море. Примерно таким будет и новое судно. 75 метров в длину, 11 в ширину. Экипаж более 50 человек. Корабли, построенные на этом заводе, уверенно решают задачи и подтверждают преемственность поколений. От кораблей 80-х, 90-х годов до кораблей нашего времени, один из которых сегодня мы закладываем. Ваши корабли востребованы, и вы с честью выполняете ту возложенную задачу, которая по строительству,
и спуску кораблей на воду для того, чтобы выполнять важные задачи нашей Родины. Вы его сразу затягиваете, пускай они его засядут на садик. Сейчас на заводе одновременно строят 5 таких кораблей. Журналистам судно не показывают. Военная тайна. Работы может прибавиться. Производство намерены расширить. На сегодняшний момент крайне важно наращивать и продукцию гражданского назначения. И вы видите, например, здесь 145-й проект, который сделан и в исполнении пассажирском, и даже в VIP-исполнении. Это говорит о том, что сегодня зеленодольские корабелы переходят уже в разряд тех судостроителей, которые способны делать очень качественные вещи для очень придирчивых покупателей. Производство гражданских судов повысит качество изготовления военных, но пока это только планы. «Град», который сегодня заложили, спустят на воду уже в конце следующего года. Адель Кламиц, Андерсон Тальцев, ТНВ, Зеленодольск. Для миллионов жителей она – символ памяти, связи поколений и воинской славы. Весьма символично, что сегодня в стране стартовала акция «Георгиевская ленточка», и охватит она все 85 регионов. Чтобы подарить черно-оранжевые символы победы, на улицы Москвы, Казани и других городов одновременно вышли более 50 тысяч волонтеров. К ним присоединился и Сергей Хайдаров. Давайте еще одну кому-нибудь дам. Самый центр Москвы. Отсюда сегодня берет старт одна из главных акций в преддверии Дня Победы. Георгиевскую ленточку с самого утра раздают волонтеры. Символ победы в этом году нужно заслужить. Волонтеры, прежде чем дать георгиевскую ленточку, они будут задавать ряд вопросов, связанных с историей этой георгиевской ленточки. Идея проведения акции «Георгиевская ленточка» родилась в стенах информационного агентства РИА Новости и стала народной. К всероссийской акции присоединился и Татарстан. В одной только столице республики на центральную улицу вышли больше 50 волонтеров Победы. Все они добровольцы. Айнуру Ахметову 17. Знать историю семьи считает долгом особым. У моей бабушки отец, он был в плену у немцев, потом вернулся и уже скончался у себя на родине. А у деда отец был танкистом и тоже на войне скончался. Таких историй десятки. Волонтеры не просто дарят ленту, они дают дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений. Равнодушных сегодня нет. Есть повод сказать спасибо старшему поколению. Напоминает тебе о том, что скоро в преддверии 9 мая празднование, поэтому такие символы я всегда внимательно к ним отношусь, храню. Присоединиться может каждый. Главное оказаться в нужное время, в нужном месте. Мы будем это делать в утренние часы на центральных улицах, в парке Победы, в парке Горького. Принять участие в акции смогли не только казанцы. Георгиевские ленточки уже получили тысячи жителей Челнов и Нижнекамска. А в ближайшие дни акция охватит все 85 регионов страны. Некоторым удалось получить ленточку сразу в нескольких городах России. Георгиевская лента для нас имеет свое особое значение. Есть мероприятия, которые мы в преддверии праздника Победы тоже проводим в Тюмени. Очень приятно приехать в Казань, в другой город и, собственно, получить георгиевскую ленточку. В этом году получить ее здесь. Акция «Георгиевская лента» продлится до 9 мая. За все это время больше 50 волонтеров Победы смогут раздать жителям Казани 15 тысяч георгиевских ленточек. Сергей Хайдаров, Амир Залишев, ТНВ Казань. Грязная маршрутка, кондуктор в спортивном трико и подпорченная репутация метроэлектротранса. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал внешний вид кондуктора третьего троллейбуса. На имидж работников общественного транспорта пожаловалась чиновнику жительница Казани. После этого градоначальник решил лично все оценить. Альбина Минибаева проехалась по маршруту мэра и оценила кондукторский туалет. Форма, фартук, да. У нас форма. А у вас фартуки вроде бордовые, нет? Нет, у нас такие. Фартуки – это первое, что мы заметили в троллейбусах. В швейном цехе метроэлектротранса они шьются бордового цвета. Одежду не по форме и заметил мэр Ильсур Метшин. Прокатился по третьему маршруту и удивился. Внешний вид кондукторов совсем не соответствует статусу третьей столицы. Но был в спортивном трико с 3 адидасовскими полосками. У Казани особый пиетет к этой фирме, конечно, традиционный. Но я спросил, а почему? Вот он говорит, нам только манишки нужны. Я же, говорит, не водитель. Это, в принципе, нонсенс, такой единичный случай. Усилили работу и линейных работников, и работников депо.
на выпуске. Кондуктора, который нагнал тень на работников всего депо, теперь устанавливают в метроэлектротрансе. Ильсур Метшин поручил разработать комплект формы, чтобы у работников была альтернатива спортивным трико. Разрабатывать низ униформы уже не нужно, все давно готово. Вот здесь вот готовый крой брюк, а рядом те самые брюки темного цвета, которые и должны были быть на кондукторе. Кондуктора и водители, вот у нас этот костюм. Рубашка повседневная, которая голубая, темно-синяя форма. А это тот самый бордовый фартук, который должен раздаваться женщинам-кондукторам. Вместо него на работниках экипировка синего цвета. И выяснилось, что в цехе метроэлектротранса она не сшивалась. Ничего не знаю. Как так? Да, конечно, все сами покупаем. Вот от такой покупной одежды рябит в глазах и казанцев, и гостей города. Униформы у вас нету, и желательно бы, конечно, может, даже какой-то головной убор единый, чтобы было видно вашего работника. Туристы же видят, что происходит вообще в городе, и когда садятся в автобус, видят вот это вот все. Это показывает наше лицо. Они должны очень четко понимать, что они как раз и есть те люди, которые формируют вот некий образ. Я понимаю, что многие из них это наши гости, это люди, приехавшие на заработки, но у нас же здесь свои традиции, у нас же здесь есть свои нормы. Пока же работники общественного транспорта руководствуются правилом «лучше удобно, чем красиво». И за одеждой работников метроэлектротранса обещают следить внимательно. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня у Ильсура Метшина день рождения. Мы же, в свою очередь, желаем ему всегда оставаться близким к чаяниям народа, а в преддверии Кубка Конфедерации, чтобы команда его не подводила. И все намеченное состоялось на высшем уровне. Такой же блестящей работы, как и во время проведения мировых спортивных соревнований, универсиады, чемпионатов мира по хайдайвингу и водным видам спорта. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем расскажем далее. Дома сгорели на глазах. Почему лесники и пожарные жгут новые постройки, узнавал Рамиль Шайдуллин. Яркий стиль, уверенная походка. Блеск, какой-то шарм, что-то такое, может быть, необычное, яркое. Гламурную жизнь советского времени покажет Елизавета Пастухова. Новый эпизод в деле Роберта Мусина. Выяснилось, что экс-глава и пока не установленные должностные лица Татфондбанка незаконно вывели порядка 1,5 миллиарда рублей. Больше миллиарда залогового имущества и 300 миллионов векселей. Они знали, что банку грозит отзыв лицензии. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Сегодня одна из самых обсуждаемых тем в СМИ – это жалобы экс-главы Республики Мариэл Леонида Маркелова на условия содержания в СИЗО Лефортово. Напомним, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Бывший губернатор оказался в другой реальности. Оказывается, она очень далека от того, как он привык жить. Так, в изоляторе ему не хватает туалетной бумаги. Вынужден быть без трусов просто в робе. Оказывается, там мерзко и приходится греться о чашку с чаем. Словом, шокирующая для него реальность. В июне Татарстан может попасть в программу молочной интервенции. Буквально на прошлой неделе Госдума одобрила законопроект о допуске сельхозпереработчиков молока к участию в государственных интервенциях. Об этом сообщил депутат Айрат Хайруллин на онлайн-приеме граждан в Казани. О чем еще спрашивали, об этом в репортаже Лейсан Сабировой. И, соответственно, берут обязательства. Под светом софитов, под взором избирателей. Региональная неделя Айрата Хайруллина начинается с онлайн-приема граждан. В России создан экспертный совет по развитию молочного животноводства. Производители молока интересует их будущее. Впереди лето и ожидаемое снижение закупочных цен. Такое колебание ставит под вопрос судьбу молочного хозяйства. Буквально в пятницу Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который должен урегулировать этот вопрос. Если нам удастся в 3 чтениях принять этот законопроект в ближайшее время, и мы планируем уже в июне месяце начать молочные интервенции как раз с целью стабилизации цен, с целью недопустения вот такого обвала. В нынешнем году будет 9 регионов участвовать, в том числе Татарстан. Будет все излишнее молоко выкупаться с рынка, и заводы будут, специально оснащенные заводы, будут сушить молоко и производить масло, ложить на хранение, а осенью
когда молоко будет в дефиците, то вот эти молокоемкие товары будут поставлены на рынок. По оценке депутата, первый сорт молока летом должен стоить около 24 рублей, зимой 32 рубля. При этом, заверяет он, 2-3 лет хватит на стабилизацию рынка и на повышение инвестпривлекательности отрасли. Следующий вопрос из Нижнекамска. Многодетная мама сетует. Землю выделили не там, где хотелось бы, и инфраструктуры нет. Мы с главой администрации съездим, посмотрим, действительно ли это было оптимальное место выбрано для застройки многодетных семей, или, может быть, была совершена ошибка. Садоводы из того же Нижнекамска устали от бездорожья. Айрат Хайруллин сообщил, есть предложение применить опыт самообложения с господдержкой, хотя какие-то вопросы решатся уже в этом году. Порядка 500 миллионов рублей в этом году будет выделено нашим садовым обществом на различные вот эти нужды, как раз дороги, вода и так далее. Час времени и около десятка вопросов. Курс на предыдущие дни обозначен. Впереди такие же встречи в 4 районах. Лейсан Сабирова, Марат Цитгараев, ТНВ Казань. От пылающей травы горят дома. Сегодня между селом Ильинское и поселком Нарат загорелась лесная чаща. Умышленно. Так пожарные готовятся к жаркому лету. Один поджог травы и как спичка сгорело сразу 2 населенных пункта. Справятся ли пожарные при реальном бедствии? С места тушения Рамиль Шайдуллин. Огонь возник из-за поджога, загорелось сено, так что сейчас его не берет и вода. Пламя с земли перекинулось на лес. Начинается неконтролируемый процесс. Не тухнет! От одной вспышки или даже искры огонь по лесу разгорается за минуты, если не сотни литров воды и такие специальные рвы, под угрозой и населенные пункты. Спасти то, что еще можно, направлены пожарные, люди, машины и даже авиация. Андрей Абдулин на бедствие смотрит свысока. Он пилот квадрокоптера. Тушить не тушит, но все замечает. Подлететь к месту можно и посмотреть, какие площади горения там происходят, и, может быть, даже выяснить, кто поджег. По легенде, подожгли одни, а сгореть в пожаре могут другие. Только в Нарате 36 домов, условно ставших пепелищем. Огонь спалил их дотла и наступает к лесу. Справляется только авиация. Вертолет Ми-8 на пожарной службе. С высоты может потушить и с одного раза. Но не сегодня. Или ветер мешает, или опыта не хватает. Всю зиму у нас такой возможности не было. Сейчас единственная возможность потренироваться и получить такие навыки. Тем более экипаж постоянно меняется. Бороться с огнем пожарно помогает и мини-авиация. Радиоуправляемый самолет чувствует очаг за 25 километров. Если о нем не сообщат люди, Министерство лесного хозяйства напоминает: видишь дым без огня, звони по номерам. Имеется у нас федеральный телефон, по которому граждане могут в любое время позвонить и сообщить о пожаре, о нарушении лесного законодательства. Этот пункт у нас работает круглосуточно. Учения совместные, их организовали МЧС и Министерство лесного хозяйства. Принципиально огонь тушит только водой из природного водоема. Чтобы случись пожар реальный, он не обезоружил, став экстремальным. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Зачастую причина пожара – алкоголь. Новая мера должна повлиять на ситуацию. Так, на бутылках водки могут появиться необычные надписи. На этикетке укажут допустимую дозу алкоголя в сутки. С такой инициативой выступил Минздрав России. Будет ли толк от подобных мер и как уменьшить употребление алкоголя? Мы спросили у казанцев. Я бы не поверил, что какое-то есть воздействие на то, чтобы даже если будет закон такой, чтобы людям нельзя пить больше какого-то количества, люди все равно будут пить. Пиши, не пиши, толк-то какой. Если вот с детского сада начиная воспитывать детей, школьников тем более, чтобы они знали, что пользы от этого нет никакой. Вот воспитание, оно самое главное. Мне кажется, для того, чтобы люди стали меньше пить, надо их чем-то занимать другим. А не то, что там писать что-то, не писать. Это не поможет, это бесполезно. Это можно, конечно, поможет. Я думаю, так. Правда, мало употребляю, но думаю, так. Надпись ничего не решит. Потому что кто любитель выпить, он на эту надпись смотреть не будет, выпьет сколько, пока не кончится бутылка. Солнцезащитные очки капля, кожаные юбки и ярко-красное пальто. Все блестящее, яркое, необычное. Главные атрибуты гламурной жизни. Все эти дни можно увидеть на выставке в музее соцбыта. Приоделась на выставке и Елизавета Пастухова.
Настоящая мода. Модная шляпа и в СССР модная. Такой аксессуар достать было практически невозможно. Их модницы мастерили сами. Духи, Красная Москва, джинсовая куртка и одежда ядовитого цвета. Такой он гламур Советского Союза. Все блестит и переливается в одном ряду и транзисторные приемники. Ведь именно по радио модницы узнавали о том, когда на прилавках появятся дефицитные новинки. Яркий ремень, красное пальто, модные очки и, конечно же, дополняем образ бордовую шляпу. Вот теперь я похожа на гламурную даму советского времени. Блестящая, яркая, необычная. Главные атрибуты гламурной жизни. Здесь и мужской гламур. Вот за такую итальянскую наклейку советские модники могли выложить всю зарплату. Это те самые знаменитые солнечные очки «Капля». За ними специально летели в Милан. Вот такие очки можно было купить в магазинах. Они были, многие из натуральных стекол, разных причудливых форм, но все стремились купить так называемые очки зеркальные. И обязательно там должна была быть вот такая треугольная наклейка «Италия». Из Парижа прилетели в Казань и случайно забрели на гламурную выставку. Как говорят француженки, советская мода специфична, кардинально отличается от той, которую они привыкли видеть у себя на родине. Это очень живая выставка, здесь много вещей, это очень интересно для нас, потому что во Франции о таком гламуре мы и не думали. Гламур по-советски можно наблюдать в Казанском музее социалистического быта еще 2 месяца. Посетители смогут не только увидеть все, но и примерить одежду и поиграть в советские автоматы. Как говорят организаторы, она доказывает, что гламур в СССР существовал. Елизавета Пастухова, Мир Залишев, ТНВ, Казань. На Челнинский водоем прилетели лебеди. Видимо, у них, несмотря на погодные перипетии, все идет по плану. Каждый год у лебедей появляются птенцы. Пока же птиц увидеть непросто. Они стараются не покидать гнездо, защищая яйца от хищников. А потому челнинцы любуются парой только издалека. Это мы предлагаем сделать и вам. А прилетают лебеди сюда потому, что здесь очень хорошие условия как раз для этой пары лебедей создалось. Полюбили они это место. Хорошая кормовая база, то есть озеро идеально с точки зрения корма. Растительным кормом они питаются корнями различных водных растений, тут их достаточно. Ну и мало их здесь тревожат. Далее в эфире программа «Вызов-112». Приговор без наказания. Осужденный к 3 годам лишения свободы за стрельбу в полицейских не отбывает положенный срок. Почему? Смотрите через несколько минут. Далее выпуски о спорте и о погоде. И до встречи на ТНВ в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Азино Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азино Авто. Азино Авто 512 12 12. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. УАЗ Патриот уверенно чувствует себя и в городе, и на бездорожье. В апреле Кан Авто увеличил выгоду на автомобили УАЗ до 165 тысяч рублей. Успейте воспользоваться предложением и стать владельцем обновленного УАЗ Патриот. Кан Авто. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю 5. Чай Ричард, Роял Эрл Грей, 100 пакетиков, 179 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. 5 выручает! Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 5 3 единицы. Матч проводит сегодня Зенит. Команда выступает. Лидер – это тот, за кем идут другие. Только команда в спорте или на производстве способна прийти к победе. Гол! Это решающий гол для казанского «Синтеза». «Казань-Оргсинтез». Химия успеха. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России.
Chevrolet Niva. Надежный внедорожник с постоянным полным приводом. Созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в CanAuto на новый Chevrolet Niva с выгодой до 60 тысяч рублей. CanAuto. Яңа гасыр каналы Татарстанның шәһәр һәм район кинотеатрларының зур экраннарында татар классига Гадел Кутый әсәренә нигезләнеп төшерелгән Тапшырылмаган хатлар нәфис фильмын тәкъдим итә. Карамыйча калмагыз. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Игроки Рубина до сих пор не могут выйти из футбольного кризиса. В этот раз команда гостила в Самаре, где провела поединок против Крыльев Советов. Матч 20 принимать Терек из Грозного. Вход на Казань-арену будет свободным. Нет скоростей, пускай может игра не получаться, но нет того должного движения, которое заставляло бы соперника ошибаться, идти в прессинг. Почему-то у нас этого нет. Продолжаем тему, только сейчас о мини-футболе. В Казани завершился второй тур корпоративной лиги весеннего чемпионата. Лидеры меняются, аутсайдеры поднимаются вверх по таблице. Футболисты ТНВ первый тур прошли без потерь. Сейчас также все шло к очередному успеху, однако в матче с новичками команды «Ферикс» за 2 минуты соперники 2 раза огорчили вратаря и смогли сравнять счет за считанные секунды. В турнирной таблице произошли изменения, разрыв между командами сократился до минимума. По итогам второго тура в лидеры вышли футболисты ГКС. А ТНВ, Волгодорстрой и Татспиртпром идут следом, имея в активе по 7 очков. Главная амбиция и цель – это победа, конечно же, но много сильных команд, с которыми мы можем конкурировать, конечно, но все равно тяжело, надо тренироваться больше. Но этот сезон надо уже делать ставку на чемпионат. Мы играли в однодневных турнирах, всегда играем неплохо, стараемся, берем призовые места, но в этот раз нужно уже показывать более серьезный результат. И в завершении к новостям баскетбола определился календарь плей-офф Единой лиги ВТБ. Матчи на вылет стартуют 1 мая. Сначала на площадку выйдут «Зенит» и «Рижский ВЭФ», а уже 5 и 7 числа в Краснодаре местный «Локомотив Кубань» встретится с казанским «Униксом». Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед. 10 мая «Уникс» примет «Локомотив Кубань» дома. Если понадобится, то 4-й матч пройдет в Казани 12 мая, а 5-й в Краснодаре 15-го. Победитель пары «Локомотив Уникс» в полуфинале встретится с сильнейшей командой в паре ЦСКА Астана. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Погода налаживается, ветер постепенно стихает, солнце светит все ярче. Но по данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Татарстане без осадков не обойдется. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ночью около 3 градусов тепла, днем плюс 9. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также местами с дождем, временами сильный. Ночные температуры плюс 3, днем около 9 градусов выше нуля. На севере Татарстана пасмурная погода, временами возможен дождь. Ночью плюс 4-6, днем около 10 градусов тепла. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтасе синоптики также обещают осадки в виде дождя. Ночью плюс 2, днем плюс 10. На юго-западе переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. Ночные температуры до 2 градусов тепла, днем синоптики обещают плюс 12. В центральных районах Татарстана, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Ночью будет дождь и около 2 градусов тепла, днем без осадков плюс 10. В последующие дни небо полностью очистится от облаков, осадки прекратятся, температурный фон стремительно начнет повышаться. Завтра в Казани переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 8-10 градусов тепла. Ветер западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ожидается небольшая магнитная буря. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.